В настоящее время наблюдается расслоение мусульманского сообщества нашего примерно на две группы. Первая группа игнорирует последнюю, оторванную от реальности. Придерживается взглядов прошлого века, воспитанной идеологией воинственного атеизма, не хочет и не может переварить или анализировать события, происходящие в мире, особенно в исламском мире и исламском сообществе нашего Урала-Поволжья. Делают ревизию исламской терминологии, призывают к отказу от применения терминов и слов, упоминаемых в Коране, к запрету от изучения целых разделов шариата. Они находятся в виртуальной реальности 80-х годов прошлого века. Они призывают отказаться от данного немусульманским государствам права, обучать детей мусульман основам мусульманской культуры. Они призывают к традициям и не понимают, что такого запрета и таких призывов не было даже при царской цензуре. Хотя есть разногласия в этом вопросе, да? Особенно со светскими учеными. Научная честность существовала всегда, при изучении религиозных трудов в том числе. Просто чтобы не быть голословным, приведу примеры. Например, до революции 17 года изучались и издавались книги по всем шариатским наукам, как на арабском, так и на татарском языках, так и на русском языке. Например, просто один пример. В 1850 году в Санкт-Петербурге была издана книга Николая Тарнау «Изложение начал мусульманского законоведения». В Казани издавали сотни книг по исламским наукам, например, Мухтасар Худури, Тарджимасе и так далее. И все они были разрешены царской цензурой. В них присутствуют вопросы джихада, термины Даруль-Харб и Даруль-Ислам и так далее. Не изучение же исламских наук погубило Российскую империю. Придерживаться взгляда, что изучение наук и религиозных наук в том числе создает проблемы для общества, могут только приверженцы искусственной маргинализации мусульманского сообщества нашего. Вторая группа – это активная часть мусульманского сообщества. В основном это молодежь. Численность этой группы растет в геометрической прогрессии. Игнорирование этой группы приведет к их также маргинализации и радикализации в скором будущем. Они ищут ответы на все вопросы, касающиеся как отдельной личности, так и общества. Начиная от смысла жизни, кончая вопросами войны и мира. Где находится Даруль-Ислам, а где Даруль-Харб или Даруль-Куфр? Этнические мусульмане являются мусульманами или неверующими? Обязательно ли наличие халифа у мусульман? Обязаны ли мусульмане переселиться в мусульманские страны? Обязаны ли мусульмане признать халифатом ИГИЛ, например? Разрешается ли работать в немусульманском государстве или на немусульманина? Разрешена ли кровь и имущество немусульман или этнических мусульман? Захваченные земли мусульман становятся Даруль-Харб или остаются Даруль-Ислам? Как воспитывать и обучать детей в немусульманском обществе? Как относиться к немусульманам православным, например? Можно ли обращаться в органы правосудия в немусульманском государстве? Вопросы семейного права и так далее. Все эти вопросы ждут скорейшего решения и ответов от местных руководителей мусульман и ученых, пока она не станет неуправляемым потоком хаоса, фитны и войны всех против всех. Если имам или учитель, устав, не сталкивался с такими вопросами, это не означает, что таких вопросов нет. Это говорит о том, что его прихожане или ученики ищут ответы на эти вопросы или в интернете, или обращаются к неофициальным имамам и учителям. Разумный человек, разумный человек не будет пытаться сделать из молодого зверя травоядного, а научит его добывать мясо разрешенным путем, и в этом будет польза для обоих. В противном случае может статься, что хозяин станет мясом для молодого зверя. Что мы видим в мире? Ислам основан на 5 столпах. Может ли мусульманин придерживаться этих столпов в наших условиях? Ответ, конечно же, утвердительный. Он не только может верить в Аллаха, выполнять намазы, платить закат, держать пост, совершать паломничество в Мекку, но и может свободно призывать других к исламу. И эти права ему гарантированы законами этого государства. Требуется ли наличие исламского государства, чтобы поклоняться Аллаху? Если кто-то скажет «да», то получится, что в немусульманском государстве поклонение Аллаху или недействительно, или не обязательно. Но такого мнения никто из мусульманских ученых никогда не выражал. Что является целью ислама и пророчества? Создание исламского государства или достижение мира и спокойствия для людей, счастья в обоих мирах путем поклонения Всевышнему Аллаху? Ответ, конечно, очевиден. Создание исламского государства не является самоцелью, а только одним из методов достижения цели, то есть, чтобы люди свободно поклонялись Аллаху. Существуют ли реальные проблемы взаимоотношений между мусульманами и православными? Этот вопрос стоит также. В настоящий момент объединяющих факторов больше, чем разъединяющих. Имеются общие религиозные ценности между мусульманами и православными, те же вопросы одежды, поста, обязательных молитв, семейных ценностей, хотя разные молитвы, но все равно все
вопросы общие. Развитие православной религиозности лучше для нас, мусульман, чем развитие западных и постатеистических ценностей. Разве православные хуже, чем язычники или атеисты, которых больше, чем верующих православных? В аяте 82 сура Аль-Майда Всевышний Аллах сказал: «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят: мы христиане». Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия. Старания православных в развитии религиозности сужают возможности атеистической идеологии, что в свою очередь приносит пользу и мусульманской идеологии. Опасность, исходящая от атеистического прошлого, несравненно больше. Мусульмане наши примерно 500 лет жили в православном государстве и не потеряли религию, язык и культуру. Но мы 70 лет жили в атеистическом государстве и потеряли почти все. Надо воспользоваться возможностью, свободами, которые дал нам Аллах, и быть благодарными. Представим, что Аллах дал нам возможность создать отдельное мусульманское государство. Готовы ли мусульмане к этому? В настоящее время нет. Нет мусульманских управленцев, которые могли бы управлять этим государством. Нет мусульманских ученых, которые могли бы по шариату выносить решения. Например, примеров много, это Таджикистан, Узбекистан, Турция и так далее. Большинство населения мусульмане, в их руках власть также, но можем ли мы сказать, что они дали ислам? Создали ли они, например, шариатские суды и так далее? Может вопрос быть в государстве, а в людях, как Всевышний Аллах сказал в аяте 11 суры Ар-Рад: «Воистину Аллах не меняет положение людей, пока они сами не изменят себя». Аллах сказал, что земля Аллаха обширна для того, чтобы переселяться, и не обязал переселяться именно в мусульманскую страну. В аяте, например, 97 сура Ан-Ниса об этом сказано. В этом аяте речь идет о лицемерах, которые не переселились в Мекку, то есть которых Аллах шелтелеген кишилер олар мунафиклар турында сүз бара бу аятта. В аяте 72 сура Аль-Анфал Аллах называет не переселившихся, которые живут среди мушриков, верующими. Это является явным доказательством того, что непереселение не выводит человека из ислама. Россия расположена примерно на 1/8 часть суши. Разве невозможно найти место переселения и придерживаться своей религии? Как мы видим, старообрядцы до сегодняшних дней сохранили свои обряды, сохранили себя, религию и обряды и переселились, например, в Сибири. В Татарстане, в Башкортостане более 50% населения мусульман. Если это само население не будет жить по шариату, то никто не сможет принудить их жить по исламским законам, и этого не надо, не требуется. Кто может гарантировать нам всем их же права, то есть мусульман, которые живут в мусульманских государствах? Если мы переселимся, кто нас приглашает? Какая страна вместит, например, столько мусульман? Не только мужчин, которые будут воевать, а вместе с семьями, детьми и так далее. Поэтому это невозможно и нереально. Определение Даруль-Ислам и Даруль-Харб приводится, разные есть определения, но есть также мнение, что Даруль-Ислам и Даруль-Куфр в настоящее время невозможно определить. Так как, например, приводим Ибн Габидин, например, говорит, наш ханафитский ученый: если применяются исламские законы и законы не мусульман, то есть общие, то это будет дар ислам, а не дар куфр, пока она под властью наших амиров, то есть наших руководителей. И мы можем сказать, что в мусульманских республиках наши руководители являются мусульманами, большинство населения причисляет себя к мусульманам. Так обязаны ли наши мусульмане переселиться в мусульманские страны? Пророк, саллаллаху алейхи, сказал: нет переселения после открытия, то есть Мекки, но джихад и намерение, то есть переселение из Мекки в Медину не обязательно после взятия Мекки. Но если мусульмане свободно, открыто придерживаются своей религии, проявляют его, не боятся за свои жизни и за свои семьи, то большинство ученых считает, что переселение в этом случае не обязательно, а желательно, даже желательно только в том случае, если нет пользы проживания в немусульманском обществе или государстве. И так далее. Бухари, например, приводит, что не все мусульмане переселялись, например, имеются доводы, не все мусульмане переселялись, только из Мекки переселялись в Медину. А бедуины, которые жили, и племена, которые не жили в Мекке, в окрестностях, они не были обязаны переселяться в Медину. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также разрешил оставаться мусульман, которые не переселились, и назвал их, что они будут как бедуины, мусульмане, которые кочуют на землях.
факиха единодушны также в том, что запрещается мусульманам кровь и имущество не мусульман, если между ними имеется договор и гарантия безопасности. В экономических отношениях ханафиты разрешают, например, просто примеры приводим, строительство мечети на средства многобожников, даже мушриков. И доводом этому является то, что мушрики построили Каабу до пророка, саллаллаху алейхиссалям, пока пророчество ему не было послано. И пророк, саллаллаху алейхиссалям, и никто из мусульман не разрушали Каабу и не перестраивали его заново. Это является доводом, что даже мушрики, многобожники могут помочь в построению мечети, если эти средства в основе своей не являются харамным, то есть ни от вина, ни от зина и так далее. По ханафитскому масхабу, по нашему масхабу, также нет риба между жителями Даруль Ислам и Даруль Харб. В этом вопросе у нас, то есть свобода в экономических отношениях в этих вопросах разрешается и приводятся доводы из истории, из хадисов и так далее. Компании и товарищества, кроме шарика муфавада, тоже разрешены между мусульманами и немусульманами в Даруль Харб, то есть в немусульманском обществе, в котором мы живем, например. И так далее. То есть имеются все доводы, доказательства, что не обязательно переселение мусульман. Есть в нашем государстве, например, в настоящее время имеются возможности, которые еще можно использовать. Когда, если не было уже возможности, были исчерпаны, тогда можно было поднять такие вопросы о переселении, хиджры и так далее. Поэтому мы заканчиваем свое выступление словами Всевышнего Аллаха Тааля. Аллах Тааля сказал: помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехи и несправедливости. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров к наказанию. السؤال الأول أنت تقول دار الحق دار الإسلام دار الحق بمعنى دار الكفر هل كانت دار العهد؟ يعني من غير شيء تكتش بامين Darul Harb ham Darul Islam deb kullandınız diye Darul Ahd degan ibor bormi deydi, nechta borasiz deydi. Qana boshqa tatarcha aytaman. Hanafiy fiqhida terminologiyasi bo'yicha ikkovgina bo'ladi. Darul Harb ham Darul Islam. Hozirgi vaqt terminologiyasi qo'llaniladi. Bigrakda endi fiqhul aqalliyat degan fiqh minshist deganida Darul Ahd bor deylar, ham Darul Kufr deylar. Дарул Харб бардилар. Yani türlü terminoloji. Lakin Hanafilerde общепризнанные, yani الراجح بين الحنفية أنه يوجد دار الإسلام ودار الخارب. مع هذا دار الإسلام كله دار الخارب. لكن دار الخارب يمكن أن يكون في مصلحة مع المسلمين، ممكن في خلايا الخارب. السؤال الآخر الصغير الآن ليس الدولة الإسلامية في هذا العصر، ما قيمة دار الحق دار الإسلام؟ يعني قضية aytayinki hozirgi vaqtda traditsion terminologiya bo'yicha mana bu Darul Harb, mana bu Darul Islam deb aytilgan mumkin tugadi. Chunki Alloh qo'ygan shartlar bilan kirisidan o'tmaydi. Masalada kelishimcha yetkinlik, masalan, Darul Islam deb atalgan yerlarda kelishimcha dinga qisib bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra nima foydasi endi? Yani nahnu مواجها نجيب للأسئلة. يعني عند بعض المسلمين يوجد سؤال: نحن في دار الحرب أم في دار الإسلام؟ هل حلال لنا أموال وأرواح غير المسلمين؟ هذا مناقشة نظرية. يعني يأتون ويسألوننا هل ممكن الدولة الإسلامية طبعا ليس موجودة حقيقيا. نعم. يعني لهذا السبب هذه المناقشة النظرية. ولهذا نقول يعني يمكن لنا عندنا فرصة أن نعيش هنا وندين بديننا وبأمان. يعني أستاذ نحن نمر عمرنا في هذه المناقشة
Daha iyi mi anlıyor? Hazreti Ali'de valimler bildiğinde fakıhlar Darül Harp mı, Darül İslam mı deyip bahsleşerlerdi. Bu bahs bize gerek değil, bahsizdir. Lakin ben bu bahse kirmeyim. Kilgen sorulardan biz niçin cevap veren olar şu turunda. Yani yujed indena hadihi mesail ve نبحث في هذه المسائل فقط. Bizde şimdi Rusya'da reprezentasyonda dergi İslam dini evreninde bir tane şeyler ki hemen paylaşacağım şu tarafa. Mümkün. Lakin bu milyardan durabildiğinde. Bizning aytdik iki fikrlar var. Bizning mana Rusyada turgan kishilar, ular endi yani bu mesele dürüst değil, kerak değil. Lakin ikinci yoqdan ko'pchiliklar bu masalalar turishini ulardan javob beradi. Çünkü Şoluk internette mesela bu meseleler soranmayın. İnternet tabaya kirsengizde onda yakınlar da imma darul yani في internet في ولهذا لابد ان نبحث في هذه المسائل. يعني هذا واضح للمسلمين. يعني مثل هؤلاء المحادثة والمناقشة في نظري مقام زائد لا يفيد في حياتنا. لكن الهروب من المسائل أيضا لا يحلل المشاكل التي عندنا. ممكن في تركيا لا يوجد هذه المشاكل، لكن عندنا المشاكل يذهبون إلى الشام وكذا. يعني تركيا أين يذهبون إلى؟ Dinimizde büyük problem var. İşte bilindir. Vardır şadayını. Siz eğitimsiz. Nedir bir uğraşlık, nedir bir yarışlar. Hem başkaları Pakistan'a gidiyor. Bunlarız. Neler altında problem var. Kütkene halkların meseleler ve какие-то международные проблемы разрешаются какими-то международными конвенциями. Mesela Paris'te konvensiya var, nedir meselelerini harita var. Bizim dinimizde, bunday narsaning keltirib, международный konvensiya. Nedir yüzekleştirib harita turgan biror narsani uyushtirib bo'ladimi sizning ko'zingizcha? Bunda ko'pgina chet kelgan kishilarda var butunlar. Bu birinchi. Hem ikincisi, bizning hozir madrasalarda o'qiymiz, endi Allah'ın bergan şu kadar gayret programmalar bilan o'qiymiz. Büyük ko'pgina bilimlar oldik biz. Mana bu komissiyalar keldilar. Bizning endi din davlatdan ayrilgan deymiz. Но тем не менее, народное образование министерство endi bularni tekshiradi. Şundan kompetensiyasi bormi birinchidan, ikkinchidan mana shu programmalarni o'zlashtirib chiqaruv ham imенно boshqa ishlar ichida turgan nedir bir narsa uyushtiruv mumkin u bizning mana bugungi kunda yo'qmi? Rahmat so'rov menga tugul istirib qilmoqlar kerak. Men fiqh masalalar bo'yicha bizning qanaqa masalalarda shu masalalarni yechishga yo'llari bormi yo'qmi? İqtisodiy masalalar biz musulmon jamiyatda deb yashaymiz. İqtisodiy masalalarni hal eta olamizmi? Tarbiya masalalari va boshqa masalalarni bizning fiqhdan o'zimizning traditsion fiqhda bu meselelerning yechilishi ko'rsatilgan, shuni kullansak, o'rgansak. Lekin bizga aytadilar, o'rganmasga kerak yo'q, biz unutilib kerak bo'ladi. Biz ijodkorlarga bu meselelerni o'rganishga kerak, shu jihad meseleleri, agar biz traditsion fiqh bo'yicha o'rgansak, bizda bunday problemalar bo'lmas, mana hozirda dunyoda problema bitindi. Bu shu sababli qonun ta'minlari, uyushmalarni ko'paydilar, lekin menga tugul bu uyushmalarni musulmon jamiyati bilan aytdik, ikkiga bo'lingan. Birisi shu ignoрируют şu meselelerini haritalar, lakin haritalar vasıtalarla harita kerak. Bu sebeple Rabitatul Alamil İslami degan boshqa musulmon uyushmalar ko'p, lekin bu meselelerni hal etmaylar, etamamlar şu sebeple so'qishlar. Shunga ko'ra Avval bizning dinimiz o'zi hal etarga tegish. Agar biz o'zimizning dinimizni durust tutsak, bu problema yo'q. Masalan, benim uchun problema yo'q. Xristian kishilar aralashishida, bunda yashashida, men uchun shunga ko'ra
Күбрәк политика важылыста бәйле мәсьәләләр. Безнең илләрдә академияның итәлә утыралар. Дөнья назарында шуңа күрә алар чыгыш ясаячак, бәлки алардан